Каждый фермер, руководители государственных унитарных предприятий знают, что если не ухаживать за полями вовремя, то невозможно собрать богатый урожай. А если еще и вредитель поселится на растениях, то это двойная беда для тружеников сел. Для того, чтобы не было никаких проблем у работников с будущим урожаем, на помощь приходит Россельхозцентр, в чьей компетенции обезвредить вовремя того или иного вредителя полей и не только. Наши обязанности входят, это в первую очередь, это фитосанитарный мониторинг сельскохозяйственных культур в Республике Ингушетия. Это обследование на вредители, болезни, сорняки. Мы выезжаем, обследуем, смотрим, определяем разные виды патогены, даем рекомендации. Всем высылаем сигнализационные сообщения, информационные листки. К нам приезжают, проводим консультации, определяем нормы, какие препараты рекомендуем, нормы внесения говорим. В основном в этом и заключается. Главное – это фитосанитарный мониторинг. В последнее время над чем вы работаете? Но ежегодно у нас, конечно, в зависимости от погодно-климатических условий, в зависимости от вида работ, у нас есть изменения, дополнения в каких-либо сорняках, изменения бывают, в вредителях и в болезнях. Это все зависит от погодно-климатических условий, в первую очередь зависит. Зависит от культур земледелия, как мы работаем с землей, какая у нас агротехника, какие у нас обработки. Севооборот, зависит от севооборота, от чередования культур. Все взаимосвязано. В этом году для нас был очень большой сюрприз. Это у нас в республике появился новый вредитель. Это шпанка красноголовая. К нам поступил сигнал с Маглобекского района от руководителя СПК Добиюрт Поделова Дауда. Мы выехали, посмотрели, определили. Это у них на площади сои 55 гектаров был обнаружен данный вредитель. Но это хорошо, что на месте руководителям были приняты экстренные меры, они провели инсектицидные обработки. Эффективность данного препарата была очень хорошая, 100%. Последующие они работали по очагам. Данный вредитель не только вреден, но и опасен. В случае опасности он выделяет яд, а этого яда достаточно 3 грамма, чтобы получить ожог. Может получить и человек, и животные ожоги получить. Вот данная это шпанка красноголовая, которая была обнаружена у нас в республике, в Малгобекском районе. Вредоносная шпанка не только вредитель, но и ядовитый жук. В основном он вредит сахарную свеклу, кормовую свеклу, люцерну, сою, бахчевые культуры, а реже он вредит зерновые культуры. Возможные причины – это, наверное, природно-климатические условия, изменение структуры посевных площадей, потому что у нас увеличились картофель, овощ, соя, возможно, и увеличение численности саранчевых, потому что данный вредитель отыскивает себе купышку для питания, для проживания, для развития. Возможно, все взаимосвязано у нас в природе-то. Расскажите о мерах, то есть о размерах, большой, маленький, или это была одна семья, что это было? Тоже на глаз? Но данный он больше, вы видите, визуально, если посмотреть, он похож на колорадского жука, но более удлиненный. Красная голова более удлиненная. Заселенность у него всегда бывает массовая, кучками, поодиночке его не видно, он всегда массово заселяется, данный жук. Выход у него с мая по начало августа его можно обнаружить. А сейчас в данное время там где-то с июля пойдет складка яиц и по сентябрь. Вот это зимующий запас. Чтобы зимующий запас не сохранился, вот для этого и применять агротехнические меры борьбы. Спашка, сорной растительностью надо бороться обязательно, потому что в основном все болезни, патогены, вредители там и встречаются. И есть сорная растительность. Лидия Гомкартиева более 20 лет трудится в филиале Россельхозцентра.
Начальник отдела защиты растений знает, каким способом помочь растениям для того, чтобы вредитель не смог распространиться по всей территории региона. На моем опыте, вот я работаю здесь в отделе защиты растений с 2000 года, ни разу не встречали мы данного вредителя у нас в республике на посевах. Не было Но такого. вы говорите, что он очень опасен, да? Вот Да. его опасность уже доказана. Да, опасно. Непосредственно для растения он съедает цветы и зелень. Повреждает он цвет. А если не будет зелени, не будет цветения, то, конечно, не будет и в дальнейшем развития, да, любой культуры. Он поедает цветки и зеленую массу. А для людей, для защиты своей, когда данный вредитель чувствует опасность, он выделяет яд. Так, яд, что его 3 грамма достаточно, чтобы получить ожог. Вот в фазе цветения он очень опасен. Тогда, если у нас это массовое заселение будет, конечно, он опасен в любом случае. Любой вредитель опасен, если он превышает экономический порог вредоносности. Но меры борьбы в любом случае не то, что для данного вредителя, а для любых вредителей это агротехнические меры борьбы. Сейчас в данное время, когда идет зимующий запас, необходима вспашка, чтобы это уничтожить зимующий запас. Бороться надо с сорной полевой растительностью, потому что вся нечисть собирается, где есть сорняки, там и собирается все. Механически, если не на больших участках, если в частном подворье, если не на больших участках, мы встретим данного вредителя, то можем мы его механически собирать, вручную собирать. Но для предосторожности желательно перчатки одевать. Также есть меры борьбы, химические меры борьбы. Это, например, децис можно применять, карате, шарпей или другие препараты, которые у нас рекомендованы в справочнике. На сегодняшний день он где обнаружен, у нас выявлен только один очаг в данном хозяйстве, он локализован. В других хозяйствах, на других местах его нету. А как он себя покажет на следующем году, это еще просто мы должны быть готовы к этому. Всегда проводить фитосанитарный мониторинг на местах, агрономы, специалисты. Они должны выезжать, смотреть, определять. Если они обнаружили какого-то вредителя, который неизвестен, не знают или встречают впервые, если они дадут нам сигнал, по сигналу мы тут же выезжаем, смотрим, определяем, какие препараты для данного вредителя необходимо подобрать, чтобы эффект был бы. Мы тоже, в свою очередь, консультируемся, спрашиваем, интересуемся, изучаем данный вопрос. Цифровой мониторинг – это новый метод работы специалиста филиала. Вот уже 3 года Россельхозцентр работает с его помощью. Вся необходимая информация заложена в компьютере. И это в разы облегчает работу, делится специалист филиала. Мы работаем по-новому, это цифровой фитомониторинг. Мы когда выезжаем на обследование непосредственно в поля, то мы обязательно берем с собой телефон, отмечаем точки, фиксируем, фотографируем, все данные заносим. И все эти данные, вся эта информация, вся работа, которая нами была проведена, она фиксируется, и мы здесь видим на рабочем столе. Например, если мы сегодня говорили о шпанке красноголовой, мы выезжали в это хозяйство, то мы можем в любое время посмотреть историю, куда мы выезжали, когда мы выезжали и что было. Даже можете зафиксировать. Добиют, соя, 55 гектаров, сорт, вся информация, предшественник. Всю информацию мы знаем, записали, все болезни вредителей, которые на данном культуре обнаружили, и фотографируем. Но это наш последний выезд, там уже была проведена обработка с хорошей эффективностью. Вы видите сами на картинке, на фотографии в прекрасном состоянии соя, потому что вовремя были приняты меры. Вот так и мы работаем. Это нововведение, цифровой фитомониторинг. Филиал Россельхозцентра по Республике Ингушетия – это маленькая и единственная лаборатория семенного материала в нашей республике.
Свою работу лаборант Татьяна Николаевна Цукомова знает наизусть. Умеет работать с любым материалом, который сюда доставляют государственные сельскохозяйственные предприятия, фермеры, работники садов и полей. Бывает, что и выезжаем, и на месте выявляем болезни того или иного семенного материала, делилась со мной работник филиала. На сегодняшний день 26 лет я проработала в Сунжинском районном отделе. Наша работа – обслуживание сельхозпроизводителей, то есть отборы проб семенного материала, апробацию проводим. Апробация – это определение сортовых качеств семян, то есть на поля выезжаем и на полях отбираем сноп, и этот сноп разбираем на больные, на здоровые, и делаем заключение, нет ли там примесей других сортов. Вот эти оказываем услуги. И в основном отслеживаем, как говорится, развитие данных семян. Хозяйство, допустим, привезли, завезли за пределов оригинальные сорта или элитные сорта. И согласно этих документов на завезенные семена мы из года в год отслеживаем, как они сеют, как они уборка, проявляются ли какие-то заболевания или что-то, в общем. И затем, когда уже во время уборки зерно убирается с полей, тогда мы уже ездим по складам, делаем отборы проб на данное зерно и делаем анализ. Уже анализ разбираем непосредственно от лаборатории. Этим мы и занимаемся. Раньше мы фитоэкспертизу не проводили. Наши сельхозпроизводители выезжали за пределы Кабарду, Осетию, уже года 3, как мы сами здесь проводим этот анализ, делаем. Хозяйство вроде бы, как говорится, инициативу проявляют, привозят. И что это значит, фитоэкспертиза? Фитоэкспертиза мы выявляем заболевания на зерне, и допустим, мы делаем двумя способами. Способом обмывки и биологическим способом. Способ обмывки, там, значит, мы выявляем на поверхности семян споры различных видов заболеваний. То есть разные виды головни, а потом септориозы, ржавчину, фузариозы, такие заболевания, гельминтоспориозы, заболевания. А уже в чашках Петри мы проращиваем семена. Не то, что семена проращиваем, то на этих семенах вырастают как говорится, мы здесь споры, а там уже проявляются грибковые, заболевания, внешние и внутренние заболевания семян. И они там различные, могут быть серый пушок, пушок белый с шариками, с черными, розовые, это фузариозы, допустим, проявляются, белый пушок, как плесневение семян, белый пушок с шариками, с черными, это мукор называется, различные виды заболеваний. Много лет работая с семенами, Татьяна Цукомова изучила каждое зернышко в прямом и переносном смысле этого слова. Микроскоп позволяет более четко и выраженно распознать все о семени. Под микроскопом способом обмывки семян определяют споры таких заболеваний, как головня всех видов, ржавчина и другие. Именно таким способом можно узнать процент зараженности данного материала. Мы берем способ обмывки, это называется способ фитоэкспертизы для проведения. Мы отсчитали 100 семян, данная культура у нас зерновая, пшеница. Мы засыпаем эти 100 семян в пробирку, высыпаем и заливаем 10 кубических сантиметров водой заливаем, так. И в течение 5 минут так взбалтываем, чтобы эти все споры, они смылись, находились в этом, как говорится, в этой водичке. Суспензия, водичка, так мы отмыли. И мы тогда этот отмывной материал мы сливаем в пробирку в чистую. Отделяем, семена выделяем, а смыв выливаем сюда. И мы отмыли. У нас выпал осадок, видите?
Это вот то, что находилось сверху, на поверхности зерна, вот это все обмылось, вот этот осадок. Мы должны вот этот весь осадок на 15 минут ставим в центрифугу, и при оборотах 2-2,5 тысячи оборотов, они в течение 15 минут, вот этот раствор, он крутится. Затем мы достаем оттуда, и вот уже, смотрите, вот этот сливаем поверхностную вот водичку. Видите, муть оставляем. Это мы убрали, муть вот эту оставили. И вот эту муть мы уже исследуем под микроскопом. Как это делается? Мы берем препаровальные стекла, протираем обязательно спиртом, чтобы у нас никакой инфекции не было на поверхности наших мочеватки. Вот так. Протираем спиртом. Спирт сейчас испарится. Теперь мы берем пипеткой, вот этот вот наш смывочный раствор, то есть вот эту всю муть. Вот она немножко, нам нужно нанести, вот он уже спирт испарился, и мы наносим капельку вот этого исследуемого материала. Капельку, видите? Сделали, накрываем сверху и ставим под микроскоп. Вот так вот, таким методом. Теперь включаем лампочку и смотрим. Продвигаем вот эту всю пластинку туда-сюда и подсчитываем, что же у нас тут находится, какие споры мы отмыли. Вот. И их очень видно хорошо, прям четко. Вот сейчас я найду, можете посмотреть, какие виды спор. И вот мы подсчитываем, сколько же в этом образце находится каких заболеваний и сколько спор. И мы записываем показания на бланк. И потом уже общие, когда вот мы все это поле просмотрим, и общие все эти заболевания мы расписываем, среднее выводим. А еще помимо этого мы биологический метод еще добавим. Что же там мы увидим на этом? Вот чуть-чуть нечетко, вот так мы поправляем. Вот вы даже можете сесть и посмотреть. Они четко видны. Вот здесь вот он, как бы сказать, как запятой, это альтернариус, то есть плесневение семян проявляется. Вот. Теперь смотрите, вот наш план, мы здесь записываем, какой же вид заболевания мы определили и сколько. Когда мы проверяем способом обмывки и способом биологическим, все подсчитываем и средне выводим, какое же заболевание данной партии, данного зерна, данного сорта выявилось. И на основании вот этого анализа мы даем рекомендацию, чтобы хозяйства обязательно делали протравливание семян. Это уже их обеззараживает от всех инфекций, вот этих вот заболеваний. Разъясняем, что это необходимый вид анализа, необходимо провести его, потому что разные проценты заболеваемости и разные виды заболеваемости, поэтому непосредственно, чтобы подобрать лучший препарат для протравливания семян от данных заболеваний, вот для этого мы делаем это. Но в основном, вот, когда уже до кондиции доводят партии, мы в основном на этих делаем, вот эту фитоэкспертизу проводим, потому что перед посевом обязательно нужно протравить зерно. И вот чтобы они смогли подобрать более эффективный препарат,
Хоть мы и советуем, чтобы 2-3-компонентными препаратами, вот этими протравителями, они протравливали зерно партии, но тем не менее там есть специальные препараты, именно вот на больше, допустим, какой процент какого заболевания выявили, вот там подбирается вот по этой инициативе протравителя. Если сильное поражение, конечно, растение это будет себя угнетенно чувствовать, отставать в росте, этот колосок будет маленький, зерно щуплое может быть, уже, как говорится, не тот... Соответственно, урожай будет низкий. Урожай низкий будет, да. Поэтому обязательно, так как вот то, что мы проверяем вот семена, то, что мы рекомендуем фитоэкспертизу проводить, протравливание семян. Помимо этого, у нас же в почве очень много вот этих всех патогенных грибов сохраняется, споры, грибы, развитие этих заболеваний. И создаются, бывают, внешние, как говорится, климатические условия для вспышки таких заболеваний. Вот здесь нужно отслеживать, поэтому мы выезжаем часто на поля, особенно семенные участки мы проверяем, потому что мы заинтересованы в семенной материал, чтобы хозяйство для себя готовили семена. Как говорится, цены ж кусаются, поэтому какие-то... А уже для воспроизводства новых семян, вот бывает там уже 4-я, 3-я репродукция, они уже завозят вот эти элитные, оригинальные семена там небольшими партиями. И вот это мы отслеживаем их. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием, необходимым в работе филиала. Татьяна Николаевна подробно рассказала о нем. И 7 дней они у нас находились на проращивании. То есть, как проявили себя вот эти вот заболевания во влажной среде. Вот видите, вот смотрите, какой налет, вот пушок, и с черными вот этими шариками, вот это мукор. И вот мы подсчитываем, сколько же семян они охватили. Видите, здесь можно сказать где-то все 50, даже 60% этот самый охвачено. Вот как эти семена не протравить? Видите, если мы их не протравим, будет, как говорится, благоприятные условия в почве, они вот с таким заболеванием произрастут у нас, вырастут. Вот видите, вот. Серый налет. Вот оно везде в основном проявляется, вот этот мукор. Видите? Тут мы семена посеяли ячмень, а вот здесь, вот смотрите, аспергир, вот он проявился, видите, зеленый. От светло-лимонного и до зеленого, вот оно как. Это аспергил, тоже это плесневение семян, корневые гнили. И вот мы подсчитываем, сколько же семян заразилось эти. И плюс к тем, что мы посмотрели по способам отмывки, и вот эти вот приплюсовываем и средние выводим. И даем уже мы данные хозяйству и рекомендацию, чтобы необходимо они обязательно провели протравливание семян. Ведущий агроном Назрановского межрайонного отдела филиала Россельхозцентра по Республике Ингушетия Руслан Боков делится работой центра. Говорит, что общими усилиями работники достигают положительного эффекта в решении возникших задач. Нужно отметить, что действительно наши специалисты отдела защиты растений, они ежегодно проводят фитосанитарный мониторинг, и до сих пор вот данный вредитель, шпанка красноголового, он не встречался на полях, то есть он не был обнаружен ранее. И поэтому очень важно, что руководитель СПК «Добиурт» в отдел вовремя обратился, и они уже совместно с нашими специалистами выявили вредителя, распознали его и провели работу по уничтожению, скажем так. Вот. Почему это важно? Потому что, ну, во-первых, насекомое вредитель не знаком для сельхозтоваропроизводителей, поэтому важно донести до остальных хозяйств, до ГУПов, до крестьянско-фермерских хозяйств о том, что такой вредитель возможен на полях, и чтобы они его знали, как говорится, врага нужно знать в лицо, что говорится. Вот поэтому мы об этом оповестили и Минсельхоз региона. Также планируем провести небольшую презентацию для руководителей ГУПов, крестьянско-фермерских хозяйств, о том, показать, рассказать об этом вредителе, чтобы они взяли его на заметку, чтобы в дальнейшем знали, как действовать при обнаружении, какие меры предпринимать по недопущению роста числа, да, либо по уничтожению этого вредителя. Вот.
Важно это еще потому, что республика у нас аграрная, мы знаем, да, регион аграрный, поэтому держится все на земле. 2022 год у нас на самом деле будет с некой галочкой о том, что у нас в регионе обнаружены новые вредители, и что вот мы уже знаем, как с ним бороться, что делать. И это же отобразим и в нашем ежегодном обзоре фитосанитарного состояния полей, который издает Россельхозцентр по Ингушетии ежегодно. Работы у специалистов филиала на сегодняшний день хватает. Они никогда не сидят сложа руки, ведь в регионе немало сельскохозяйственных предприятий, государственных сельскохозяйственных учреждений, фермерских хозяйств, да и просто жителей республики, тех, кто занимается сельским хозяйством. И каждому, кто обратится в данную лабораторию, необходим совет, конкретная помощь, как и в случае с жуком-вредителем. Работники готовы пойти навстречу каждому.